Здравствуйте! Вы смотрите передачу «Авторивьера». Гость программы генерал-лейтенант, советник президента Республики Абхазия по взаимодействию с правоохранительными структурами Леонид Дзяпшба. Здравствуйте! Добрый день, добрый день. Леонид Юрьевич, мы будем сегодня говорить на тему безопасности дорожного движения, о дорожной инфраструктуре. Расскажите маршрут, по которому мы сегодня поедем и будем общаться на эти темы. В народе безопасность дорожного движения, инфраструктура дорог, состояние наших дорог в городах и районах нашей республики всех волнует. В первую очередь автолюбители. Мы практически все за рулем, и все проблемы, которые есть, мы сегодня, конечно, не сможем озвучить, но элементарно, какие условия, какие дороги, какие дорожные знаки, что есть, чего нету, что было сделано, почему это на постоянной основе не делается, мы об этом поговорим. Ну, во-первых, можно проехаться по городу Сухум, по центральной улице, одной, двух. Потом поедем по республиканской трассе. Поехали тогда? Да, поехали. Все мы ездим по нашим дорогам, знаем и состояние дорог, и дорожно-транспортную ситуацию. Как бы вы ее оценили? Не слишком ли у нас очень много, скажем, нарушаем грубо, часто, массово? И почему это происходит? Ну, во-первых, по вождению, по того, как транспорт двигается, автолюбители наши, люди за рулем, в любой стране мира можно определить культуру нации, где соответствует дорожное покрытие, вся инфраструктура, то есть дорога с асфальтом нормальный, ямок нет, полосы все обозначены, знаки, светофоры, вот где вот это все требования соблюдаются, все условия созданы для человека, который едет за рулем, любителем, как хотите назовите, по правилам поведения, как ездят, можно определить культуру. Во многих странах, возьмите даже соседи, Краснодарский край, вот пешеходный переход. Во-первых, вы видите, какие обозначения. У нас не везде красным обозначен. То есть яркие цвета должны быть, чтобы они в глаза бросались. Но светофоры, знаете, 20 лет тому назад светофоры, которые стояли, не могут же стоять. Они уже устарели, их не видно. Дополнительные должны быть. Нам уже надо перестраиваться. Здесь тоже, смотрите, парковка получилась. Да. Но хотя вот здесь влево идет дорога. Неправильно. Ее уже как бы... Неправильно. Вот, и либо стоят на круге прямо вот на этом. Неправильно. Вы понимаете, Верховный суд, да? Дорогу уже не отменяли. Дорогу никто не отменял. Нет, надо, во-первых, разметку освежить. Вот стоят сотрудники автоинспекции, если даже подойдем их спросим, они скажут, что мы беспомощны. Мы уже, кстати, интересовались, мы уже в одной передаче, они говорят, что мы не можем с ними бороться. Вот как, кстати, у нас госслужащие в общей сложности, это 1/3 населения примерно получается. С ними немножечко сложнее. Нет, неприкосновенных людей у нас нет. Даже депутаты парламента, я вам скажу, молодцы они в этом плане. Нельзя машину осматривать, досматривать, но к административной ответственности депутата Народного собрания Республики Абхазия можно привлекать. Они сами усилили в этом плане. Но посмотрите, насчет людей, которые в погонах, имеют полномочия и так далее, на здоровье. Но, понимаете, здесь можно и по-другому. Вы сами сказали, сотрудники
постовые милиционеры и так далее не могут применить. Наверное, правильно. Наверное, это верно. Есть руководители, есть руководство, надо ставить в известность. Но вообще, я вам скажу, премьер-министр, а самое главное, президент страны, когда его информируют, проинформировав, написав справочку, докладную, официальную, как хотите назовите документ, самое главное результат. Собрав всех, кому положено, все структуры, руководители, и строго-настрого предупредить. И после, я предлагал много раз, и находясь на должности министра и других президента, я со многими президентами, со всеми практически президентами работал, слался документ, строго-настрого предупреждались все, и ведомства издавали приказ за нарушение, за любые нарушения материал составлялся и направлялся в адрес руководителя того или иного ведомства. Почему не делается? Кто мешает? Сейчас вот с военными у них есть такая практика, они в Миноборону отправляют, и те вроде какие-то меры принимают. Но вот со всеми, даже нарушил в нетрезвом состоянии, кто бы ни был, прокурорский работник, сотрудник ГСО, все структуры, люди в погонах, в различных ведомствах работающие, они знают и должны знать, и должны соблюдать, обязанными все соблюдать. В общем, автоинспектор, тем не менее, должен требовать, как обычно, водительское удостоверение и техпаспорт, кто бы ни был. После издания распоряжения руководством страны, по ведомствам, там должны быть, на основании этих распоряжений должны быть изданы приказы, тогда легче будет контролировать. Да. Руки развязаны, у инспектора подойдет, если даже он не будет подчиняться, номер запишет, сообщат ведомству руководителю, он обязан меры принять. Все. Здесь... Вот развязка, которая, кстати, вашу бытность. Да. Другое дело с дорогой, там, конечно, проблемы. Вот, именно вот эта площадка, где перед светофором. Да. Вот вокзал. Посмотрите, какое покрытие, какие ямы. Вот ограждение, да. Не, мы полностью его сделали. Ну, это же надо следить. Вот здесь переход был, и тогда мэр привел в порядок. Но сейчас это ничего не функционирует. Ну почему? Это же здесь, вот где мы сейчас проезжаем, вот наверху лежачее препятствие, да. Вот здесь вот сколько людей погибло, переходя эту дорогу. Здесь да. И там. Поэтому ограждение сделали, подземный переход, и меньше, ну, нет проблем, где стоят указатели, где есть переходы. Человек, ну, перепрыгнул, если придет уже, ну, я не знаю уже, что с ним делать. Лежачие препятствия, но их тоже слишком много, бывает подряд, один за другим. Ну, да, тоже... это какая-то норма должна быть. Каждый старается около своего магазина такие, или дома даже некоторые. Такие вещи нельзя делать. Эти препятствия должны лежать там, где это необходимо. И через каждые там 100 метров, ну, это неправильно. Во-первых... в зоне Гагры там где-то часто есть. Ну, нельзя, например. Нельзя так делать. И потом вот еще такой вопрос, да, вот госавтоинспекция как-то регламентирует и, видимо, ну, просит Автодор, например, при выполнении работ там огораживать как-то соответственно, обозначать знаками. Это я знаю, как-то мы на эту тему делали передачу, но по факту мы видим, то ли это не дорожные службы делают ремонт, то есть кто-то зацементировал кусочек дороги перед своим магазином или железные щиты ставят. Да. Вот перед вокзалом вообще там веточками обложили. Там четко должно быть обозначение, знак объезда, что там ремонтные работы ведутся. Это обязательно по технике безопасности. Вокзал, это, конечно, все видно, да. Но там гости приезжают. Не, мало ли, видно, не видно, смешно. Человек должен. А вдруг будет наезд? Ну
Да. Кто за это будет отвечать? Привлекут лицо, которое сам это сделал, Обозначать то есть ветками, Автодор. Но это не, нормальной это стране неправильно. не должно- Вообще, не должно вообще, быть. чтобы понятно было нашим телезрителям, кто за что отвечает. В Абхазии, вот мы уже едем по республиканской трассе, Псоу-Ингур за инфраструктуру, за все состояние дороги, знаки, светофоры отвечает Абхазавтодор. Но они финансируются через дорожный фонд. По различным нарушениям работает светофор, не работает знаки, где положена установка или устранение неисправности. Все это должны и делают инспектора по безопасности. Они пишут письмо Автодору и главам района. Главы района, конечно, обязаны, и они помогают. Здесь еще при мне были уже установлены более 18 камер на поток, на розыск, то есть на всевозможные различные везде нормальных цивилизованных республиках, странах, городах и районах это есть. И здесь вот все это контролировалось, весь поток. Нет. Для всех это нужно, для обеспечения безопасности, для того, чтобы отслеживать угнанные машины, поток машин. Ты влияешь на обстановку, исходя из получаемой информации. Если информации нет, вы ничего не получите. Это бывает очень иногда полезным. Вот вы посмотрите, вот Роснефть. Много лет промучились. Да, промучились. Я с таким трудом вот это добился. Ну, не сложно. Ну, конечно. Я просто сказал сама, друзья, коллеги, не сделайте к такому-то сроку полосу, для того, чтобы можно было поворачивать. Но вот я, как и ранее говорил, люблю. И вот видите знак, где стоит? Вот здесь вот здесь разворот был. Я один раз начал разворачиваться, ну, чудом избежал ДТП. Ну, не вписывается. Да, не вписывается. Ну, а что, сложно было? Пост. Каждый пост ГАИ, дорожно-патрульной службы, он имеет свой участок. И он должен контролировать свою дорогу, свой участок. И за все, что там происходит, он отвечает. А кто мешает контролировать? Никто не мешает. Им надо тогда выходить иногда. Конечно. Из этого, для этого и смены. поста, да, поэтому. Тут, то там. Да, конечно. Контролировать надо. И на посту люди должны стоять. При желании все можно делать. При желании. Вот я в самом начале хотел сказать, что люди припоминают вот вашу бытность министра внутренних дел и первый раз, вот и второй. Вы дважды же были, да? Да. И вспоминают, как вот тот случай, который показывает, что можно все-таки навести порядок. Вот все говорят, что люди ездили на свадьбы на такси, за рулем не пили, пристегивали ремни, как-то приучили вроде уже. Но человек быстро привыкает, становится дисциплинированным, когда с него спрашивают. А когда там 25-30 лет ничего, в общем-то, по большому счету, привыкает к этому состоянию, он считает, что так и должно быть. Государство ни у кого ничего в этом плане не должно спрашивать. Но я самое главное, важную вещь хочу сказать. Наш народ, а тем более люди, которые за рулем, это все мы, в основном мы все любим, мы здесь родились и выросли, ездить за рулем. Ну, гости, они соблюдают, они приучены к этим делам. Наш народ очень законопослушный. Я это за свою жизнь делал и послевоенный период, потом первый раз, когда пришел, и второй раз. Мы все на дороге. Мы все, больше, конечно, мы все на транспорте передвигаемся. Но наряду с нормальными людьми ездят и злоумышленники.
Поэтому всегда мою бытность говорят дорога, дорога. Дорога должна быть идеальная. Люди должны ездить трезвые, с документами, их должны проверять. Контроль водитель, автолюбители должны чувствовать. А когда есть контроль на трассе, трудно, нет, это несложно сделать. Но вы понимаете, злоумышленник лишний раз подумает, а стоит ли совершать кражи, разбои, грабежи. А все это на транспорте происходит. А по какой дороге он может проехать? Одна дорога основная и вторая, нижняя. Все, что трудно перекрыть, мы и перекрывалось, и задерживали, и привлекали, и так далее, и так далее. Преступления всегда совершались и будут совершаться, но таких масштабов, таких размеров, бесконтрольно, что сегодня есть, этого нельзя допускать. Поэтому люди вспоминают не от хорошей жизни, про меня, про другого, четвертого, пятого, потому что без порядка, без дисциплины, вы посмотрите, мы, не хочу цифры, я статистику не люблю, реально жизни. На улице одно, а с трибун или на бумаге другое. А зачем? А кому это? Мы перед кем отчитываемся? Мы свободная независимая страна. Слушайте, по несколько человек в неделю погибают от наркотиков. Молодые люди. А куда мы катимся? Глава государства должен требовать со всех. Везде должны присутствовать сотрудники, присутствовать. Это профилактика. Любой человек, местный, приезжий, участник дорожного движения в парке, в сквере, на набережной, человек постовой должен быть с рацией, одет аккуратно, приятно и отвечать на любые требования, провести, помочь, подсказать, время спросит сказать, какая погода завтра будет, как пройти туда, к рынку, к автовокзалу, где бы это ни было, присутствие, потому что милиция народная не просто называется, милиция должна выполнять свои функциональные обязанности, а просто реагировать по совершившимся фактам, это то есть без профилактики государство на то, чтобы институты, в том числе и правоохранительные институты, чтобы они работали. И все это было направлено на благо. Ну вот про дорожную ситуацию всегда очень часто. Это наша беда. Все много говорят, вот, что надо сделать то. Не но говорить каковы вот реальные вливания вот в эту инфраструктуру дорожную и вообще вот с решением этого вопроса? Есть первоочередные задачи. Да. Где нация погибает, там надо изыскать возможности. Мы никогда такую дорогу не построили бы сами. Российская Федерация нам помогла построить эту дорогу. Содержи, пожалуйста, все, что необходимо сделать, и контролируй, чтобы наши граждане, единственные люди, что хотят, спокойной жизни, спокойно передвигаться. Республиканская трасса освещена, но местные власти внутри должны работать. Должны делать. В конце концов, 25 лет уже мы, как война закончилась, есть вещи, которые мы давно должны были забыть. Возьми сперва столичный город, Сухум. Ну, посмотрите дороги. Самая оживленная она и республиканская дорога, которая проходит через город. Еще пару таких. Ну, посмотрите, любой, можно в году один раз дать возможность мэру, главе администрации района и так далее. Вот так, порайонно взять набережную, вот как взяли, сделали. Поддерживая, продолжая дальше. Надо вот так по участкам идти. Мы за все хватаемся, вроде. Объявляем то, другое, четвертое, а на самом деле ничего не делается. Ну, для чего так? Вот Гудауту вроде, слава богу, начали. Все это опять затянулось. Вот проезжаем по Новому Афону. Кстати, один из самых таких благоустроенных населенных пунктов, где вот по дорожной инфраструктуре тоже здесь все аккуратно. Здесь, конечно, сделано, аккуратно, но да, городские власти здесь очень
следят за чистотой, за порядком. Приятно ехать. Заборы, все, что слева, справа, все это приведено здесь, вовремя все Очень косится, аккуратно. да, аккуратно, побелено, покрашено. Здесь и дорожная разметка, все соответствует. Дисциплинированность водителей у нас не на высоте, но все-таки я считаю из-за того, что особо никто от них этого не требует. Если даже понаблюдать, как мы стоим на светофорах, вот встал, хорошо, если он не наехал на пешеходный переход. Бывает, я наблюдаю, начинает трогаться 10 раз. Причем он дает импульс кому-то другому, который думает, что загорелся зеленый. Да. И он уезжает. Да. Такие случаи бывают. То есть встал у светофора, стой, дождись, когда загорится зеленый. И машину не надо мучить, и себя. Он и себя не уважает, и участников дорожного движения не уважает. А он на самом деле, я вот как-то стоял на перекрестке, хорошо, что потом посмотрел на светофор. Да. Вроде стоял, я подъехал, и он рванул. А человек думает, что я опоздал, уже зеленый я тоже думал, загорелся. уже зеленый, голову поднял, уже тронулся. Голову поднял, еще красный горит. Конечно, остановил машину. Знаете, от людей, от автолюбителей очень многое зависит. Но, понимаете, государство, на то и государство, институты, все эти службы созданы, сдерживающий фактор. Люди должны видеть, что профилактируется дорога, камеры висят, знаки предупредительные, физические сотрудники стоят. То есть все эти меры предусмотрены, и есть эти институты в государстве. В нашем случае надо все применять. Не, все надо применять. Слушайте, для чего? Для чего 60-80 человек в год примерно, да? Это еще не все. Реально картина другая. Да. Слушайте, вы посмотрите, недавно, за неделю только 4 человека погибло. Да, по двое, там, тут, а мы еще там начинаем что-то укрывать, скрывать. Для чего? Это вот от этого непонимание большое. Почему сегодня существует? От того, что мы, то есть государство, структуры, чиновники оторвались от реалий. Мы людей теряем, молодых людей теряем, взрослых людей теряем. Едет все руководство Абхазии, возвращаются, тяжелейший регион посетили, живые, целые, невредимые приехали, вечернее время. Впереди есть же правило, слушайте, до 50-100 метров одна канарейка, сопровождающая машина, вторая, едут все руководство. От президента, премьер-министра большая делегация. Надо было сопроводить как положено. И, естественно, если едет должностное лицо, высшее должностное лицо, дорога на строжайшем контроле. Понимаете, не сотрудников расставляя на каждом перекрестке, просто трасса в этот период, в этот момент контролируется как положено. Это чисто профессиональные дела. Несколько служб, Министерство внутренних дел, служба охраны высших органов, многие не сработали. Как? И человека не стало. Это неправильно. Премьер-министр ехал отцами, погибает. О чем говорить потом? Это очень тяжелая утрата. Я приношу свои извинения, соболезнования приносил родным и близким. Но это даже тяжело говорить. Не сохранили человека. Вот что произошло. На авось нельзя ничего делать. Леонид Юрьевич, вот данный перекресток на Выхнинский поворот один из опаснейших участков, особенно до того, как сделали вот эту развязку. Я помню, вы хотели тогда, чтобы и дорога шире была. Ну, расскажите, как вот делалась эта развязка, это в вашу бытность министра внутренних дел? Это один из сложных перекрестков, на самом деле, на моем веку. Я просто помню, последний раз спикер Народного собрания Гудаутского района Пкин погиб вот здесь. Человек 6. Он последний был. Вот я, на самом деле, потом, когда второй раз пришел министр, я вот просто взялся один из перекрестков, где
К сожалению, светофор не работает. Здесь очень сложно перекресток. Но единственное, что мы тогда не доделали, я потом был переведен на другую работу, где «Газели» стоят, Сухумское направление. Глава администрации района, мы с ним договаривались, там около 120 тысяч надо было вот это остановку надо было перенести. Глубже, да? да? Глубже и расширить дорогу, потому что сейчас как вот эти машины стоят, узковато да, немножко. Здесь приоритет да. у того, кто едет по кругу, да? Вот здесь да. стоит здесь, уступи дорогу, да, там стоит да, уступи дорогу. Да, здесь круговое есть... движение. Здесь я вот за последние 3-4 года, как сделали этот перекресток, один из сложных, еще раз повторяю, практически серьезных серьезных нет, ДТП здесь не было. Может, мелкие такие и так далее. Но здесь сотрудник ГАИ часто становится. Ну, это развязка серьезная. Вот. Ну, если действительно расширить дорогу, будет еще безопаснее. Да, вот на Сухом, вот лицом как они стоят, там шире надо делать трассу. Я думаю... Вот вы тогда за короткий промежуток, кстати, за год или полтора, там вы успели вот эти все развязки, да, сделать? Ну да, вот 5-6 серьезных развязок, да. Ледника в городе, да, Сухом, да. Роснефть, заправку. Да. Вокзал, район вокзала, Лыхнинский. Ну то, что вы не на успели, Бзыбе, так они что-то и остались. На Бзыбе, да, и Пицунский поворот. Человеческая жизнь, наверное, стоит того, чтобы ее обезопасить. Конечно. Вложить небольшие средства. Ну, может, они и большие для нашей страны, но... Нет, это небольшие суммы. Человеческая жизнь это намного выше. А государство должно находить возможности, чтобы элементарно такие условия создавать. Потому что одни норовоучения с телеэкрана, этим надо мало чего надо можно практически. сделать. У вас в органах же тоже профилактические работы. Конечно, и занимают, наверное, да. большее значение имеют, чем уже предотвратить правонарушение, чем уже по факту. Этим должны заниматься все службы, все государственные структуры, Автодор, МВД, главы администрации, призваны обеспечивать безопасность, много гражданских структур. Порядок на дороге нам всем нужен. Все об этом беспокоятся, все об этом говорят. А реально на сегодняшний день ничего не меняется. Так не должно быть. Ну, человек должен мало чувствовать себя, скажем. мало меняется, к сожалению. Не сказать, что ничего не меняется. Как не меняется? Мало что меняется. Люди поедем дальше? Поедем. В общем, мы достигли, да, вот конечного пункта своего, мы приехали. Да. Куда и намеревались, сняли основные такие вот сложные развязки, которые благодаря вашей деятельности, кстати... Благодаря многим я хочу поблагодарить, кто участвовал в 5-6 вот этих развязках сложных. Я всем очень благодарен. Но на самом деле один из лучших перекрестков. Здесь и освещение, здесь и полосы, стрелки, светофор практически постоянно работает. Ну, здесь развязка серьезная, и здесь все условия есть. Я не видел, не слышал давно, чтобы здесь какое-то серьезное столкновение, ДТП, чтобы было. И недалеко вот Роснефть, там видели тоже все в соответствии. Но это все делается... тогда было лучше финансирование или что? Не, дело не в финансировании. Это все пришлось вот так, если правду говорить, всех вот привести на это место. И поставил задачу, попросив главу Гагрского района, тогда Астамур Шамилевич был Кесба. Я говорю, твоя обязанность, а я остальное делаю, твоя обязанность освещение. Надо просто захотеть и сделать. Любому человеку приезжающему, любому человеку живущему, да нам всем, участникам, понятно, если мне надо на Пицунду
включил поворотник, уехал. Прямо все это видно. Слушайте, ну элементарные вещи нам надо создавать. Для себя же. Единственное остается нашим гражданам, нам всем, любителям, кто за рулем, соблюдать, уважая друг друга, это культура. Это культура вождения, это культура нации, страны с хорошими, приятными впечатлениями. Люди будут уезжать, приезжать. Впереди предстоят выборы. Я не о выборах хочу сказать. Не надо оглядываться, надо наводить порядок, обеспечивать право, предупреждать, профилактировать, показывать своим присутствием, что везде по трассе, в городах и районах, парках, сферах, где наши гости, где мы живем, где наши граждане живут, чтобы порядок обеспечивался. Ну и просьба, конечно, беспричинно, это и в приказах есть, инструктивных материалах есть, беспричинно не останавливать не только приезжую, но и наши машины внутренние. Нет причин. Человек едет по своей дороге с соблюдением правил уличного движения. Наша передача подошла к концу. Всем желаем счастливого пути.